Еўразвяз не збіраецца змякчаць санкцыйную палітыку ў дачыненні Менску. Пра гэта на палях сесіі ПАРЭ ў Страсбуры, паводле пераказу Паўла Латушкі, заявіў спецпрадстаўнік ЕЗ у справе санкцыяў Дэвід О'Саліван. Ну і на гэтым тле Літва ўжо сёння заклікала партнёраў у еўразвязе адказаць на абвяшчэнне ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі і абмеркаваць новыя захады супраць Менску. У ЕЗ падкрэсліваюць, што абмежаванні супраць Беларусі і надалей будуць звязаныя з санкцыямі супраць Расіі. Гэта адбываецца на фоне таго, што ЗША пайшлі на частковае паслабленне. І еўразвязе гэта ўспрымаюць як рызыку для агульнага санкцыйнага рэжыму. Паралельна Літва спрабуе ўзмацніць ціск. Пасля прызнання ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй Вільня заклікае да скаардынаваных адказных мер на ўзроўні ЕЗ, уключна з санкцыямі супраць адказных чыноўнікаў. Ну і пры гэтым афіцыйная Вільня пакідае канал дыялогу з Менскам, але толькі на ніжэйшым узроўні і без змены агульнай палітыкі. І гэта ключавая развілка для Беларусі ў гісторыі вялікай угоды з ЗША. Без крокаў насустрач з боку Менску гаварыць пра нармалізацыю дачыненняў, а тым больш транзіту гнаенняў праз Літву пакуль што не выпадае. А ці нагу будзе той момант, калі бакі все-таки дамовяцца, так, Менск і Вільня? Запытаемся мы ў нашай эксперткі Аліна Харысава, паліталагіня, а таксама прадстаўніца аналітычнага аддзела офісу Святланы Ціхановскай. Вечар добры вам. Прывітанне. Вечар добры. Ну, мы адразу тады ад самага быка за рага пачнем. Якія шансы, што Брюссель пойдзе насустрач Вільні у яе вось гэтых намерах узмацніць ціск на Менск, новыя санкцыі прыняць, на вашу думку? Я тут просто подчеркну, что я послушала вводную часть, и вы отсылали к парламентской ассамблее Совета Европы. Все-таки Совет Европы и институции Европейского Союза – это две разные, отдельные, совершенно по-разному функционирующие институции, но, тем не менее, связь есть, и многие члены Европейского Союза входят в Совет Европы. Есть очень большой шанс, потому что, если посмотреть на то, как работают процессы в Европейском Союзе, скорее всего, это будут приниматься резолюции Европейским парламентом, которые потом будет утверждать Европейская комиссия. И обычно все документы, все резолюции, все заявления, которые делаются в сторону авторитарных режимов, они проходят достаточно легко и достаточно гладко. То есть, конечно, там есть условно друзья там, и России, и Беларуси в Европейском парламенте, но их там немало. Поэтому такие резолюции, они достаточно легко проходят, поэтому была бы инициатива, а скорее всего, если уже инициатива есть, то пройдут какие-то такие инициативы по наложению больших санкций. Ну, але разам з тым, калі такая ініцыятыва пройдзе Вільні, это зноў такі, ну, будзе аплевуха трошкі для Менску, ну і такі не самы сяброўскі крок з боку Вільні датычна Менску, а акурат Менску залежыць, павінна, па ідэі, залежыць на добрых дачыненнях з Літвой для того, каб эта вялікая угода все-таки спрацавала. Мы бачылі ў апошнім інтэрв'ю Лукашэнка, як ён марыць, наколькі для яго это важная, амбітная задача заключыць эту угоду, сустрэцца з гэтым Дональдам Трампам. То бок, як это, на вашу думку, як это вяжецца з усёй гэтай ідэі дыялогу? І ці такім чынам фактычна Літва і Еўразвяз не сарвуць гэты дыялог паміж ЗША і Беларусю? По сути, частью вот этой большой сделки, которую предлагает Дональд Трамп Лукашенке, являлся просто диалог с Литвой. Диалог с Литвой, он ведется. Диалог с Литвой ведется как на низовом уровне, так и есть заявление о том, что он может выходить на более высокий уровень, но Литва заявляет, что она не меняет таким образом свою политику в сторону Беларуси. То есть диалог, он нужен в первую очередь Литве по заявлениям литовской стороны, для того, чтобы урегулировать ситуацию на границе, урегулировать ситуацию с провокациями с белорусской стороны. То есть Литва в этом случае, она заботится о своей безопасности. И таким образом Брюссель, он будет только поддерживать решение Литвы, решение Вильнюса, потому что это все касается границы Европейского Союза. Брюссель пойдет навстречу Вильне. Таким образом, Вильня не сорвет большую сделку, просто потому что там не было ничего в этой большой сделке про именно включение там, Белоруссии в какие-то европейские процессы и так далее. Там был просто диалог. Диалог, он налаживается. Ну а як же транзит калія? Ну там гэта ж была умова, што Літва дапускае тады да Клайпеды транзит беларускіх угнаенняў, так, як мінімум. І нават літоўскія бізнесоўцы выступалі за такое рашэнне.
Так, это тоже обсуждалось. Это может повлиять на эту большую сделку, но у Америки в том числе есть другие рычаги давления там, на белорусский режим и так далее, и на Литву в том числе. То есть я думаю, что это может... Это, конечно, очень тяжелый процесс будет, но я думаю, что вполне себе возможно и введение новых каких-то персональных санкций, и продолжение вот этого пути по этой большой сделке. То есть, конечно, сейчас может идти на какое-то накаление в медийной сфере, когда белорусский режим будет запускать больше пропаганды, направленной на Литву, на Европейский Союз, и точно так же это может в обратную сторону работать. Но в сегодняшних условиях вполне себе возможно, что эти санкции, это наложение санкций, оно просто перейдет на более персональный уровень, на такой точечный уровень новых санкций. При этом продвижение по этой большой сделке, оно будет идти дальше, потому что все-таки США имеют рычаги давления не только на Лукашенко, они имеют рычаги давления и на Литву, и имеют что предложить Литве в том числе. Аліна, з дозволу Олеся, я вмешаюся на хвилиночку в ваш діалог. Хотів все-таки удокладніти, тому що ось я так збоку вас слухаю. Мені здається, ви одночасово говорите про два різні процеси. З одного боку, це ось усі ці агульні резолюції, глибока занепокоєність, а з іншого боку, конкретні двохбокові заходи, рішення. І у такой ситуації хотів удокладніти, наколькі ввогуле гэтыя рэзалюцыі, гэта глыбокая занепакоенасць у маштабе еўразвязу, гэта яшчэ мае нейкую вагу сёння, хаця б такую, не ведаю, хаця б на словах, сімвалічную, як гэта было раней. И это уже давно превратилось в мем. Это уже всем понятно, что вот эта глубокая обеспокоенность, она давно превратилась в мем, и люди просто не воспринимают это серьезно. Но для нас это скорее значит просто придерживание вот этой стратегии давления. То есть это то, о чем говорил, например, офис Светланы Тихановской, что Америка должна занимать вот эту позицию по гуманитарному треку, вызволять людей, а Брюссель, Европейский Союз должен продолжать свою стратегию по давлению на режим. То есть санкции не должны сниматься и т.д. и т.п. И эти резолюции, они скорее просто фиксируют эту позицию Брюсселя. То есть это особо ничего не меняет, но закрепляет статус-кво на сегодняшний день. То бок, Аліна, я правильно зразумеў, што якраз Брюссель і адкрыта кажа пра тое, што акцыйнае паслабленне з США аслабляе іх палітыку, санкцыйную, так, датычна Беларусі, бо там і гэта не толькі на сімвалічным узроўні, але і на канкрэтным яны апасаюцца, што гэта будзе выкарыстана таксама Расіяй, так, гэтае аслабленне санкцый супраць тых жа беларускіх банкаў. Ці гэта таксама значыць, што сделка паміж Трампам і паміж США і Беларусю можа быць заключана, нягледзячы на все эти резолюцыі еўразвязу, нягледзячы на пазіцыю Літвы датычна таго ж самага дыялога, так, з Беларусю і Брюсселя, уласна. Вы гэта дапускаеце, што яно будзе заключана, нягледзячы на всю эту пазіцыю. Так вынікае з вашых словаў. Потому что приоритеты в этой большой сделке, они могут быть разные. Я думаю, что Лукашенко очень высоко ставит в тех предложениях, в тех вещах, которые может предложить США, это встреча с Дональдом Трампом. Он на очень высокую позицию это ставит. И то есть, несмотря на то, что будет до этого в этом списке достигнуто, что будет достигнуто, что нет, на что пойдут там европейские, например, власти, но что нет, где их решение в том числе должно учитываться по каким-то пунктам, для него вот вершина этого всего идет именно контакт с США на самом высшем уровне, потому что для него это будет такой, условно, выход на новый уровень за все эти года, потому что его очень долго считали там нелегитимным, он был нерукопожатным, а тут вот если Дональд Трамп выйдет и с ним встретится и наговорит ему кучу приятных слов публично, то это будет для него очень хорошей кампанией как на внутреннюю белорусскую аудиторию, так и на внешнюю, на международную, и это может, я в том числе как бы считаю, что это является стратегией по выходу и на других президентов, на другие площадки международные. То есть если он покажет, что он рукопожатный на этом уровне, скорее всего, это может повлечь за собой рукопожатность и на других уровнях. Но
как США, так и Европейский Союз. Они в этом аспекте, в этой ситуации, они все равно рассматривают Беларусь в региональной ситуации, в региональном контексте. В регионе у нас происходит война. Украину поддерживает как и США, пускай там ограниченно и косвенно с большего сейчас, так и Европейский Союз очень сильно. И одна, и другая сторона абсолютно не заинтересованы, чтобы Беларусь стала таким серым полем для России, для обхода санкций. Поэтому это все будет рассматриваться, любые большие сделки, они в том числе еще будут рассматриваться с точки зрения вот этой контекста регионального. Может ли Беларусь помогать в военном контексте России? И сейчас, в последние дни, я думаю, вы видели, очень сильно завирусилась информация, там, как Украина трубила о том, что с Беларуси Беларусь скоро вот начнет Рыхтуецца военные напад. действия. Да. Так. И вот как раз такую большую сделку, вот этот big deal, может сорвать там не Европа, не США, а скорее режим, если он начнет какие-то действия, которые будут противоречить договоренностям, потому что иначе просто обвинят американскую сторону, в чем она тоже не заинтересована. Просто скажут, что вот, это Дональд Трамп, это посланники Трампа сделали возможным такую ситуацию, когда Беларусь стала тоже полноценным участником войны. Аліна, ну пры гэтым эканамісты многія гавораць пра тое, што насамрэч вось уся гэта big deal Трампа і Лукашэнкі, ну она на словах вось большая, вот такая big deal, а насамрэч куды больш важная для Лукашэнкі якраз еўрапейскія санкцыі, каб яны былі знята, і таму вось мы і размаўляем сёння пра Літву і так далей. І ў такой сітуацыі як вызначыць, у чыёй сферы ўплыву Беларусь, ну за выняткам Расіі, там усё зразумела, Беларусь знаходзіцца сёння больш, альбо гэта ЗША, ну бо Дональд Трамп наўпрост камунікуе з Лукашэнкам і гаворыць пра супольныя нейкія целарухі эканамічна-калійныя, альбо ўсё-таки еўразвяз, который хоць і не кантактуе з Лукашэнкам, але куды мацней яго трымае за горла якраз сваімі санкцыямі. Як нам вызначыць ступень уплыву? Это абсолютно разные две степени уплыву, и я согласна, конечно, с экономистами, если я правильно поняла вашу цитату, что Европейский Союз, санкции Европейского Союза, они гораздо более важные, более уплывовые на белорусский режим, но так как уже такое количество времени. Лукашенко был нерукопожатный, и были санкции введены. Лукашенко считался просто как вот где-то рядом стоящий с Путиным человечек. Он сейчас просто ищет, вот режим этот, он ищет хоть какие щели. И когда они нащупали, что есть какая-то возможность проскочить, заполучить какой-то контакт с американской стороной, они начали его максимально использовать и абьюзить. И посредством этого контакта, как я уже говорила, я считаю, что у них такая долгосрочная стратегия посредством этого контакта выходить и на новые контакты с Европейским Союзом. То есть, конечно, Европейский Союз был бы более такой желанной целью для переговоров, желанной целью для того, чтобы смягчить какие-то ограничения со стороны Европейского Союза. Но так как Европейский Союз ни в какую не поддавался, потому что в Европейском Союзе гораздо тяжелее идут бюрократические процессы, потому что огромное количество стран должно найти какой-то консенсус. Это раз. Два, потому что демократические силы, они все-таки находятся в Европейском Союзе, и Беларусь находится по соседству с Европейским Союзом, то есть все это воспринималось как более такая персональная, более близкая проблема, нежели для американской стороны. Поэтому Европа не была готова идти на этот контакт. Америка пошла на этот контакт. Поэтому это просто попытка найти хоть какую-то щель со стороны режима, чтобы выйти вот в это поле, которое игнорировало этот режим несколько лет. Аліна, у нас літаральна 2 хвілінкі застаецца нашай размовы, але вось тут важнае пытанне, на мою думку, здымае Вожык Патрыёт у чаце трансляцыі. Ён пытаецца, чаму ўсе так в прынцыпе хвалююцца за тое, ці атрымаецца у Александра Лукашенка заключыць гэты big deal. То вось пытанне да вас, чаму гэта можа быць важна для дэмакратычных сілаў, для інтарэсаў нацыянальных Беларусі і беларусаў, в прынцыпе, big deal? Толькі таму, што выйдуць палітвязні на волю, ці мы будзем мець магчымасць, акно магчымасцяў для нечага большага?
Тут есть так много аспектов, я не уверена, что нам 2 Ну, минуты то хватит, давайте но коротко, так, так. Конечно, да, в первую очередь это то, что могут выйти люди. И это радость будет для всех. Даже сторонники режима того же, они поддерживают выход политзаключенных. Это раз. А два, это то, что я думаю, что у демократической супольности есть достаточно большой страх того, что все вернется к тому статусу, как это было уже после прошлых протестов и после больших кризисов таких политических в Беларуси. То есть нам нужно сейчас держать руку на пульсе, чтобы и как бы дать режиму какую-то вот эту там конфетку, поблажку, чтобы Запад дал вот эту какую-то поблажку, чтобы люди вышли, но при этом, чтобы Запад не принял этот режим как, ну, я не знаю, как просто кого-то рядом стоящего с этими репрессиями на самом деле, ну, чтобы у него не было возможности заставить всех забыть о тех преступлениях против человечности, которые были сделаны этим режимом. Поэтому сейчас нам вот нужно держать эту руку на пульсе и контактировать с международной супольностью, показывая им, до какой степени вообще можно идти на контакты с этим режимом. И почему нельзя его принимать снова в свои ряды. Ну, Мы условно нетривиальная задачка, Алина. І морку заняли даць, і адказнасць за рэпрэсіі, каб яшчэ панеслі. Сейчас вот, например, тоже в контексте выборов в Координационный совет я просто упомяну, что многие считают, что это очень бессенсовная вообще Давайте. вещь. Мгм. Хутка толькі. Но одна из самых главных вещей – это то, что Координационный совет и в целом демократические европейских институциях. Они пришли после 2020 года и заняли стульчики и сказали, сейчас мы тут сидим, сейчас мы представляем народ, и вот этот режим, он больше не имеет права представлять его. До этого всегда у режима получалось доказать европейской супольности, что они все еще могут сидеть на этих стульях и представлять белорусский народ. А сейчас у него это не получается. И нам нужно за собой закрепить вот это вот место. То есть не дать режиму снова прийти и забрать у нас, у белорусов, которые выехали и начали рассказывать о том, что действительно происходит в Беларуси, нельзя забрать вот эту возможность у нас. Вот.